Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь приветствуем вас, и вы смотрите «Город женщин». И сегодня среда, и как всегда с вами мы, Дарья Анкехова, Анастасия Кондакова и, конечно, Мария Куницкая. Ну что, сегодня у нас очень интересная тема, девочки. Элегантная женщина. Вот что же это такое? На самом деле, для меня это вообще даже слово такое, оно как само как загадка. Но вообще для меня элегантная женщина – это женщина приятная во всех отношениях. Ну, а для меня элегантная женщина – это женщина, которая умеет красиво держать осанку, носить красивые наряды, костюмы. И, конечно же, которая имеет такое образование. Ну что, девочки, именно на эту тему сегодня мы и поговорим. И в нашем городе женщин мы сегодня ждем прекрасных, элегантных и красивых дам. Но это все позже. Поехали! Итак, дорогие телезрители, мы начинаем наш эфир. И, конечно, как всегда, мы передаем слово нашей любимой Машеньке Куницкой. Ведь сегодня ее любимая и мною любимая рубрика «Лайфхаки от Маши». Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы будем с вами готовить бомбу. Бомбу, начиненную с шрапнелью красоты. Она будет укладывать мужчин штабелями, а вы будете еще выбирать, какой из них станет вашим мужем или спутником. Ну, это будет косметичка, которая включает в себя все то, что нужно женщине, чтобы быть во всеоружии. Она будет просто как снаряд. В нее будет все, что вам нужно будет в течение дня. Вы можете привести себя в порядок. Она будет вам помогать где-то даже, может быть, выглядеть лучше, чем остальные. И нам для этого понадобится, вы не поверите, ваши любимые старые джинсы. Интересно. Джинсовый снаряд, так сказать, да? Да, опять старые джинсы. Вообще, знаете, джинсы можно использовать до самой последней нитки, чего нельзя сказать о мужчинах. Мужчин надо пожалеть, их до последних ниток обирать нельзя, а вот джинсы можно. Маша всегда любит проводить параллели. Да, можно хоть что с ними делать, изуродовать их до такой степени, конечно, когда их уже носить не нужно. Нам понадобится самая задняя часть джинс, она, как правило, всегда остается нетронутой. Стираются коленки, там все остальное. Ну вот все, мои джинсы приказали долго жить. Мы как раз отрезаем. Сразу говорю, что понадобится некоторый, так сказать, ну не смекалка, но навык хотя бы хоть какой-то в шитье. Вот, вам понадобится еще, ну, такой контрастный материал красный, тесьма, естественно, булавки, машина. Вот, нам нужно, причем, так, стоп, я еще не сказала, в джинсы мы будем, говорю, использовать практически все. Даже вот такие вот маленькие детальки. Угу. То есть, получается, нам надо вырезать всю часть, начиная от колен, да? Да, мы вырезаем вот такой вот, ну, штанина, гача, как его угодно. Да, это будет основой для нашей косметички. Вообще нужно, знаете, в чем она может помочь? Это когда особенно торопишься, все вещи, которые вы будете туда складывать, они будут лежать в развернутом состоянии. Мы будем делать, говорю, патронтаж фактически. Вот. А вместо шрапнели в патронах у нас будет брастушка, помада, подводка. То есть ты вырезаешь какие-то мелкие детали, да, значит, там да, сейчас мы какие-то кармашки, да? Мы будем использовать даже вот эту часть, где застегивается, на которую застегиваются джинсы. То есть все. Даже застежку. Даже застежку. Все. Я даже видела, что ты вырезала и даже логотип, да? Да. Его тоже будем использовать. Ну, мы не будем говорить, какая фирма нам помогает, да? Потому что это надо бипать. Угу. И дальше мы это пришиваем или как-то сейчас я покажу. Так, вот я сейчас приготавливаю все. Очень много. Боковой шов, который у нас вот прошитый и является такой плотной. Потом, сейчас же в основном джинсы все идут к стрейч, они немножко подтягиваются, поэтому
очень легко. Вот мы В нарезали. общем, ты То есть мы- раскроила. Мы фактически Всё. изнахратили все наши джинсы. Так, сейчас мы наметим. Значит, вот материал, я возьму потом больше, просто покажу на маленьком кусочке, что мы будем делать. Нам нужно будет присоединить вот этот материал к основе джинсовой. А сверху, вот таким образом, допустим, сейчас я возьму что-нибудь. Ну вот, допустим, возьмем тушь и BB-крем. Нам нужно обозначить, в какое место, вот так вот, приделывать вот такую веревочку. Да, он будет действительно как патронтаж. То есть вот, ну, пока на этом этапе мы остановимся, я потом покажу в конце, как это все это будет выглядеть. Ну вот, нарезаем вот такие вот рейки, используем пояс тоже для этого же. И Кстати, приступаем. такие бывают же у профессиональных Да, визажистов. аналогичные. Да, вот так вот. Тук-тук-тук Но это складывается. у нас уникальная хендмейд штучка будет от Марии Ну, Куницкой. надо сказать, что в некоторые годы я как раз для профессионалов такие штучки изготавливала. Ну, Ну пока что, так. Машенька, мы тебя оставим, да? Ты, конечно же, покажешь результат Конечно, обязательно. твоей лайфхаков от Марии. Мы узнаем прямо в конце нашей программы. Ну что, а мы приглашаем в студию нашего первого гостя. Девочки, вот как часто бывает, что вы задумываетесь о том, насколько грамотна ваша речь? Часто, очень часто я пытаюсь следить за своей речью, за своими словами, правильно ли я произношу или нет. Машенька, а у тебя как обстоят дела с этим? Более того, что я сама слежу за своей речью, стараюсь, я еще и от других это требую, я ужасная. Отлично. Вот именно поэтому сегодня в «Город женщин» мы пригласили кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка Северо-Восточного федерального университета Анну Осину. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать к нам в «Город женщин». И вот мы затронули сегодня такую вот интересную тему, как грамотная и правильная речь. У меня вообще вот встречный вопрос. Вообще, Анна, что такое этикет речи? Это что-то такое к нам из глубин веков пришедшее? или Нет, конечно, нет. Речевой этикет – это те формулы, во-первых, которыми мы пользуемся в стандартных ситуациях. Приветствие, прощание, знакомство и правила общения. Это составляет речевой этикет. Безусловно, речевой этикет меняется. Вспомните, как современные школьники реагируют на письмо Татьяны, которая пишет Евгению Онегину. Что такого странного, что она написала молодому человеку письмо? Ничего такого странного нет. Но по нормам этикета 19 века это было, ну, мувитон огромный, если это Сейчас, можно по-моему, так вообще сказать. девочки, так сказать, гиперактивные, они включаются, так сказать, в охоту и в борьбу, они как раз чаще первые. Более того, вы знаете, что у нас огромная страна, и в связи с тем, что как раз средства массовой информации охватывают всю эту территорию, и те, кто ложится спать, кто-то уже идет на работу. Поэтому вместо традиционного приветствия «здравствуйте», «добрый день» или «добрый вечер» появился такой оборот, вы, надеюсь, вы его тоже знаете, «доброго времени суток». Да, Мы часто конечно. употребляем это, да? Конечно. Когда появились ночные эфиры, то тогда появился оборот «доброй ночи». Это не традиционная формула речевого этикета. Принято было Интересно. говорить «спокойной ночи», но никак не «доброй ночи». Но жизнь изменилась, изменился и речевой этикет. Поэтому ни в коем случае не надо думать, что это времен То есть, Александра в Дюма принципе, или рыцарей как прекрасных. любой язык и речевой этикет, он меняется со временем. Да. Но вот тогда вот мне вопрос такой. Поменялись ли нормы поведения при здороваться люди когда? Или, допустим, вот кто первый должен здороваться по возрасту? Вот, допустим, я иду, ко мне идет мужчина моего возраста. Ну, приблизительно я вижу. Ну, Кто должен первый поздороваться? Мужчина здоровается Если первым. старше идет, Если старше, тогда вы я здороваетесь. здороваюсь. Да. Если женщина, Тем более. Женщина старше вас. да. Да. А ровесница? Этикет, он строит рамку нашего общения. Строит рамку нашего общения и как бы показывает наш статус социальный, наше положение вот на этой Вот. лестнице. Да? И то, как мы приветствуем, то, как начинает диалог, как раз говорит о том, что кто главный. Кто главный в будке? А вот у меня возник такой вопрос. Наверное, и у многих телезрителей есть вот вопрос в следующем. Вот если ты здороваешься с мужчиной, да, с незнакомым мужчиной, можно ли даме подать руку для того, чтобы, ну, вот, поздороваться, именно рукопожатие? Это
по этикету Приемлемо, да, или нет? приемлемо или нет? Вот тут, да, такой момент еще, как вопрос возникает, что этикет имеет национальные особенности. В России, согласитесь, дама, протягивающая руку для приветствия, это скорее будет Мужик. странно, чем обычно. Обычно так приветствуют мужчины. Мужчины. Я сама на себе это испытала, вот такую неловкость от такой ситуации, когда мой сокурсник приехал из стажировки, он стажировался Аляска, господи, Фэрбанс, город побратим, и приехал такой весь культурный, такой весь вежливый, воспитанный, и во время приветствия он протягивает мне руку. Я так даже, наверное, пошатнулась от него, потому что Вы, настолько наверное, это нарушили было... этикет. Ну, американский, видимо, да. Но в рамках российского этикета соблюдается, все было соблюдено, не беспокойтесь. Ну, то есть это возможно. Возможно. А дистанция, возможно. вот, допустим, вот я, допустим, если к вам подойду, вот так вот, подойду вот так вот. Вот так. Вот так вот все, вот это достаточно. Да, достаточно. Вполне. Дальше не надо. Нет, ближе не надо. А потому сейчас что еще зоны- стало Нет. принято обниматься при Да, вот про встрече. дистанцию Что вот интересно. насчет этого? Сейчас стало Ну очень вот модно этим. Я думаю, что все-таки для, опять-таки, русского речевого этикета объятия, наверное, будут Излишне. приемлемы, только если вы входите в так называемую интимную зону общения. Интимная зона общения – это от 15 до 49 сантиметров. О, надо же. Да, и, то есть, ну, сами понимаете, это совсем близкий контакт, и ну, мало людей мы подпускаем себе так близко. Конечно, вы хорошо. можете сказать, стоп, а как же общественный транспорт, лифт, очереди и так далее. Но заметьте, мы же в лифте делаем вид, что мы никого не видим. В автобусе то же самое Да. происходит. То есть мы не открываемся человеку. Да. А тогда в этом случае вот флирт, вот когда проявляет женщина кокетство, это допускается по этикету? Или это, или это сразу заигрывание и... Ну, конечно. Надо грамотно уметь флиртовать, да? Да, наверное, все-таки флирт – это не совсем область речевого этикета. То есть это не входит в этикет? Это не входит Он не в этикет. допускает флирт? Нет, стоп. Это не является стандартной ситуацией речевого этикета. Стандартная ситуация речевого этикета. Но стандартная ситуация речевого этикета является комплимент. И если вы считаете нужным высказать комплимент, то ради бога, То есть не значит, что с осваивайте вами это искусство. заигрывают, это просто комплимент? Это просто комплимент. Вот, девушки. Это всего лишь комплимент. Ой, ну на эту тему, мне кажется, можно говорить часами. Ведь это, наверное, одна из таких тем, где очень много интересных моментов. И правильно, наверное, будет сказано, что этому никогда не научишься, да, на все 100%. Хотя На все учат 100% этому в нет. СВФУ. В нашем университете этому обучает Анна Осина. Да? Спасибо большое, что осветили нас немножечко в этой теме. Ну, а мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь. Итак, дорогие телезрители, мы продолжаем прямой эфир города женщин. И сегодня в нашей студии мы говорим про элегантность женщины, про ее уникальность и индивидуальность. Вот, девочки, как подчеркнуть свою индивидуальность? Ну, это, наверное, Аксессуары, первое- возможно. аксессуары какие-то. Да. А у меня сразу мысли, знаете, гардероб. Вот ты приоденешься и сразу прям другая. Не, ну гардероб – это твой внешний вид и стиль. Индивидуальность подчеркивает все-таки какими-то тонкими нотами, такими маленькими моментами на тебе, которые. Поэтому, вот, к примеру, духи. Правда, вот Джеймс Бонд говорил, что если ему женщина нравится, он предпочитает, чтобы она была одета только в духи. Может быть, здесь как раз сойдет. То есть... Отлично, девочки. И это тема нашего эфира также сегодня. Мы приглашаем в студию Марию Аргунову, а также Туяру Новгородову. Они у нас, девочки, парфюмеры команды Арома Здравствуйте. Ивент Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и я побежала к ним сразу. Красавицы, да. Я даже не знала, что у нас есть парфюмеры в Якутии. Есть у нас парфюмеры, и сегодня они в городе женщин. Расскажите, пожалуйста, что же такое парфюмерный бар? Да, вы правильно заметили, мы первые парфюмеры в нашей республике. Мы привезли для жителей нашей республики новый проект, абсолютно новый проект, называется парфюмерный бар «Арома Ивент». Это светский интерактив, подобный фуршету. То есть гости сами подходят за столики парфюмеров, общаются, вдыхают ароматы, получают трактовки даже о своем настроении, исходя из выбранных ароматов. Гости уносят с собой после мероприятия вот такой приятные воспоминания и материальный подарок в виде духов. То есть необходимо еще раз отметить, что это не магазин, верно? Это не магазин. Вы ни в не коем найдете случае. подобного, да, ассортимента ни в одном из магазинов. Да. Это вот именно, да, как больше как интерактивное шоу, Мы правильно? украшаем welcome-зоны, можем украсить на праздниках. Также деловые встречи даже можем украсить. Мы
наш парфюм-бар подходит абсолютно под любое мероприятие, будь то корпоративы, свадьбы, дни рождения. Кстати, на корпоративы на 8 марта, на 23 февраля, на 14 февраля нужно бронировать даты уже сейчас. Да? То есть у вас есть как и женская линейка, так и мужская, правильно? Мне кажется, какой замечательный подарок, да? Да не Мужскому очень коллективу. оригинальный. Вообще просто Они же фантастически. вот да. ленятся Они же не знают, обычно. что обычно дарить. Это вот новинка, да, в нашей республике это абсолютная новинка, и вы 100%, если пригласите нас, удивите своих гостей. Мне кажется, это здорово. Ну и теперь давайте поговорим. Насколько же вообще сложен процесс вот именно изготовления индивидуального парфюма? Да, чтобы качественно провести парфюмерный бар, нужна огромная подготовительная работа, вплоть до подготовки декора, подбирания комплектов под стиль мероприятия, а также надо обладать большим объемом специальных знаний о свойствах ароматов, о парфюмерных композициях и так далее. Это больше химические знания или все-таки... Это из всех направлений, можно сказать. Это надо обладать еще и чуткостью, чтобы индивидуальный подход к каждому гостю был. Еще эстетическим вкусом надо обладать. И ну, химическую сторону тоже, конечно, да, надо учитывать. Это уже с их стороны. У меня такой возникает вопрос. Вот вы можете посмотреть на человека и сказать, вот вам подойдет Да, именно да, вот да, такой вот набор ароматов? Да, абсолютно верно. Такой подход тоже есть. Если человек, заранее он просит формулу духов ему составить, по его характеристикам мы можем подобрать подходящий аромат. И прям вот он Интересно. берет, и ему нравится, да? Да. И он такой говорит, это точно мое?» Да, мы составляем веер ароматов и даем ему на выбор услышать, вдохнуть аромат. Вот, девочки, вы не зря сказали о том, что вы первые парфюмеры в нашем городе, да? Где вы обучились этому? Вот как сказать, я стала парфюмером, да? Это ведь Или я училась на парфюмера. Да, это достаточно узкая специальность. Вот. Как вы Ну, про нашли идею себя? проекта мы узнали в Москве в одном мероприятии. Нас очень сильно вдохновила вот эта тема, и мы прошли обучение у основательницы данного проекта, у Алины Тимошиной. Сейчас она наш учитель. Наша наставница. Она наша наставница. То есть вы у нас образованные парфюмеры? Да. Да. Обязательно, да? Ну и расскажите, пожалуйста, как проходит процесс? Вот переходим к практике. Ой, я тоже хочу посмотреть. Я тоже Пожалуйста, стану. присоединяйся, Вот, Маша. наша коронная фраза, уважаемые гости, подходим к нашему парфюмерному бару, выбирайте вам понравившийся аромат. То есть мы выбираем вот этих, да? Ага, из предложенных блоттеров подходим. Так. И выбираете. Ну я вот свой аромат-то знаю, чем мне нравится. А что же тебе нравится, Машка? А вот запахи еще могут меняться со временем, потому что это натуральные абсолютно масла. Они имеют свойство меняться. Я не Вот знаю, это я вот мне выбрала нравится. манго. А мне, если 3 аромата нравится? Можно мешать? Конечно, можно. Очень мне Роза. нравится вот этот Пальм вот. роза. Сколько угодно И можно выбирать. Посмотрите, сколько Вот. здесь разнообразия Вот какое. это точно мне нравится. Вы уже попробовали, да, эти ароматы? Я знаю их просто. Хорошо, отлично. Далее, Так, какой кому мы процесс? составляем парфюмерную композицию, для кого? Вот Даша, Получается- наверное, она у нас любительница. Ой, Да, Дарья. я, наверное, сочетаемое, не сочетаемое взяла, да? Да, у нас Такого есть... нет абсолютно, что сочетаемое, несочетаемое. Ага. Так, еще Интересно, думала, есть какие-то манго. несочетаемые. У нас Еще 3 манго, нужно. лимон. Нам нужно 3, да? Можно, еще можно. Давайте если не розу хотите, добавим. Если не Манго, хотите, лимон можно. и розу. Что сейчас получится? У тебя будет такой фруктовый. Да, я Дарья, люблю подходите сладенькое. сюда. Сейчас мы будем веер ароматов составлять. Значит, как вы знаете, у нас ароматы делятся на верхние ноты, средние и нижние. В соответствии с этим мы подбираем. Ты глаза закрыла? Так нравится, да? Нравится очень. Так, хорошо. Я прям чувствую Значит, у запах нас их. роза, лимон, манго. Так. Все так светится, Ух ты. блестит, так красиво. Да, вот наши флакончики, они могут меняться в зависимости от стиля праздника. Также мы можем подобрать. То есть вот этот абсолютно флакон, он это носит с собой, да? флакончики. Да, Автор конечно. духов, который создал. Ой, смотрите, как замечательно, Такие замечательные девочки. флакончики. Вот со стразиками вообще Мешочки красивые упаковываем. супер. И мешочки еще. А какой объем получается у них? Это вот у нас сколько? 15, да? Они такие прямо 10 по- миллилитров. 10 миллилитров. 10 миллилитров. И Также есть у аэрат, нас, да, у них? Да.
Девочки, я знаю, что у вас еще есть и индивидуальный подход, да, к мероприятиям. То есть можно даже сделать, знаете, как именную. Этикетки, да, вы делаете именные, Да, да, обязательно, допустим. обязательно. То Если есть это мы- мероприятие, допустим, свадебное, да, значит, у вас будет как подарок, да, от молодоженов, верно? От молодоженов, да, гости уносят с собой вот такие духи индивидуального состава. Также мы туда кладем открыточки от имени молодоженов. Вы представляете, гости пришли на мероприятие, ушли с таким замечательным парфюмом, так они будут помнить об этом мероприятии еще, наверное, на протяжении долгого времени, да? Конечно. Хорошо, значит, вы просто, далее процесс как происходит, вы смешиваете те понравившиеся, да, ароматы. А основа какая у них? Основа сейчас у нас водно-спиртовая. Так, а где мне вас найти? Где мне вас найти? Где мне вас найти? Как нам вас Как пригласить? на вас выйти? У нас работает очень активно Инстаграм-аккаунт. Также как есть он у нас сайт. Вот у вас Инстаграм-аккаунт у нас называется Дарья, подойдите, «Арома». пожалуйста. Примите участие в составлении Якутия. вашего индивидуального «Арома Ивент аромата. Якутия». Также у нас есть «Арома свой Ивент». сайт якутия-парфюмерное-шоу.рф. Замечательно. Там, Дорогие наверное, уже телезрители, все прайсы, да, смотрите. указаны? Только не выпей, да? Совсем скоро здесь появится мой индивидуальный парфюм. Вау. А тут да, как будто собралась это выпить. А пропорции вы сами прорабатываете или об определенных, это мы или в равных обучались. количествах? Мы этому специально обучались. Вот. А подскажите, пожалуйста, я слышала, есть такой термин, как аромат флирта. Да, совершенно верно. Есть такое понятие, есть по-простому Вот как любовные ароматы называют, да. Это афродизиаки, есть такая группа ароматов. Так, Все, да? Вот так, оказывается, да, Вот сейчас у создается тебя уже процесс все. создания. Все, Даша, твои духи готовы. И как мне его правильно наносить-то, парфюм? Вот что самое интересное. парфюм есть, мы делаем на масляной основе и на водно-спиртовой основе. Водно-спиртовой основе можно, получается, на одежду, можно на кожу, а масляную чисто на кожу. То есть это на Так. кожу нужно? Так, сейчас попробуем ваш индивидуальный аромат. Давай свою кожу. Можно, Давай. ага. И далее Слышишь ты мой запах? можно еще добавить нотки. Мы далее еще можем улучшить вашу парфюмерную композицию после того, как составляется, потому что это очень тонкое искусство. Так. Нравится, да? Очень, очень. Ну что, спасибо большое, что пришли и рассказали нам о таком уникальном парфюмерном баре. Так, мы Спасибо еще не большое. успели рассказать, получается, вот характеристику. Или попозже. Попозже, это чуть позже. Ну что, а мы сейчас переходим к нашему постоянной рубрике Beauty Time. Внимание на экран. Нашему. Здравствуйте, дорогие девушки и женщины! С вами визажист-стилист Яна Мария Назарова. Я использую косметику от Inglot. Мерцающий крем для лица и тела можно смешивать с тональным кремом или наносить самостоятельно для улучшения цвета и высветления кожи. Легкая тональная крем-основа подходит для всех типов кожи, обеспечивает стойкость цвета и сияние кожи. Кремовые румяна. Для получения эффекта естественного румянца наносить легкими постукивающими движениями. Плотным корректором под глаза маскируем отечность глаз. Благодаря увлажняющим компонентам не сушит кожу вокруг глаз. У мерцающего крема для лица легкая текстура, усиливает естественное сияние кожи, не содержит парабенов. Тушь для бровей ежедневно укрепляет волоски. Она гипоаллергенна. Все тени от Inglot устойчивы к скатыванию и выцветанию.
превосходный матовый эффект. Тушь удлиняющая и разделяющая. Хайлайтером высветляем зону под бровью. Губная помада краска тинт настолько пигментирована и устойчива, что не требуется рисовать контур карандашом. Ну что ж, дорогие мои, у меня получился легкий и сияющий макияж. Желаю вам найти свой образ. До новых встреч. Пока. Вы когда-нибудь вот вообще наблюдали за своими детьми, как они у вас развиваются? Оказывается, вот представляете, вот сейчас сижу, занимаюсь 3D-ручкой, с года ребенок уже может проявлять творческие какие-то навыки, понимаете? А вот мы с вами, вот я тут коряем руками взрослыми, он может использовать кинетический пластилин, он может заниматься, ну, тут, конечно, ограничения по возрасту, и же 3D-ручкой, которая фантастические вот тут вещи делает, я пытаюсь машинку сделать, и все это можно приобрести у нас в забаве, оказывается. То есть вы можете совершенно просто развить у вашего ребенка не просто творчество, а определенные навыки. Любит он шить или рисовать. Можно найти совершенно различные приспособления, которые бы удовлетворили ваше внимание и его потребности в творчестве. Вы знаете, вот сейчас я пытаюсь сделать колесо 3D-ручкой и изобразить хоть какое-то подобие машинки, которая здесь представляется. Ну, фантастически. Посмотрите, какая-то небольшая ручка. Посмотрите, вот из нее, сейчас это должно подсохнуть, вот, на пленочку наносишь, оно высыхает, и потом из этого моделируется машина. Представляете? То есть у него будут навыки конструирования. Абстрактного мышления. Да, абстрактного мышления. Это так интересно. Тут какие-то фонарики светятся. Просто так здорово. И все это, дорогие телезрители, можно приобрести в магазине «Остров Забава» в торгово-развлекательном комплексе Туймада. Занимаемся развитием наших малышей. Можно уже прямо даже таки с годика самого, да? Да. Ну что, девочки, а мы продолжаем наш эфир. И сегодня мы говорим о том, что же такое и как должна выглядеть элегантная женщина. И сейчас у нас в студии появится элегантная дама. Это Лидия Кондратьева. Приветствуем, девочки! Лидия – владелец компании «Стиль Маркет», франшизных магазинов «Катон», «Селла Перспектив», «Гланс», «Мадам Коко». В общем, это просто девушка, которая знает о трендах, о вещах, о луках, практически все. Здравствуйте! Здравствуйте! Но сегодня мы поговорим с вами о магазине «Катон». Давайте. Я знаю, что совсем скоро вам исполнится год. Вы правы. Вот, расскажите, Совсем молоденькие. Да. Совсем молоденькие. Как, появились вы год назад, и как пришла идея, и вообще насколько продуктивен вот этот год для вас? Да, действительно, нам будет уже 1 год, 2 февраля, в пятницу. Открылись мы в прошлом году, первый наш магазин открылся в ТРК Туймада. И бывая, в разных городах, за границей, в России, мне нравилась сама марка, сама идея марки. Особенно в Стамбуле он представлен вообще такой формат, когда заходишь и видишь огромные площади, вообще такое скопление фэшн просто моделей. Ты понимаешь, вау, у тебя вообще вау. И хочется вот это вот вау привезти сюда, в Якутск. И вот мы наконец-то привезли его в прошлом году и открыли. И пользуясь случаями, вот сейчас хочу сказать, пригласить всех наших покупателей на наш день рождения, который состоится в пятницу. У нас будет разыграны призы различные, будут подарки в виде дисконтных карт. Ну и, конечно же, будет скидка некая. Всех приглашаем. Всем понравится. Спасибо большое. А скажите, как вы считаете, в чем уникальность и фишка именно бренда «Катон»? Вы знаете, у него есть своя особая какая-то уникальность, она выделяется, знаете, чем? Это fast fashion. Fast в переводе значит быстрая мода. Здесь в «Катоне» работает 200 дизайнерских групп. И представляете, это огромные масштабы, мощности. Они просто буквально реагируют на каждое движение моды. Вот сегодня объявляют, допустим,
Вы же знаете, что в начале года Pantone объявляет самый ультрамодный цвет года, да? Pantone нынче объявил ультрафиолет самым модным. То есть в течение года красной линией ультрафиолет пройдет по коллекции весна-лето, по коллекции осень-зима. А есть еще, помимо этого, цвета весна-лето, цвета осень-зима. И ну, хочу сказать, что вот особенность в том, что Катон реагирует на это очень быстро. То есть это уже буквально через месяц будет висеть у нас в торговом зале. Представляете? И логистика у нас такая быстрая, что через 2 недели мы имеем эту коллекцию с Стамбула. Прилетит к нам уже горячий, прямо чуть ли как горячие пирожки, прилетит коллекция к нам в Якутск. Покажете. Вы наверняка же с собой что-то принесли. Конечно, я все Конечно. принесу. Ну, пройдемте к нашему Давайте. маленькому шкафчику. Да, Замечательно, вы сегодня скажете. еще один участник, гость, шкаф. Итак, дорогие телезрители, Вот наш представляем вау. вам Вау. Супер! Я хочу себе такой же. Пальто вообще. вот это делается. Да. Легким движением рук спускается одежда сверху Да, я вниз. посмотрю хотя бы. Вот. Раз упала, значит, Раз надо упала, смотреть. значит, Да, о ней да. нужно рассказать. Это вот Давайте. красная юбка, это вообще моя любимая. Посмотрите, Плессированная какая она вообще динамичная, классная. Вот плессированная юбка, она уже который сезон, я уже не знаю, 4-й, наверное, сезон, переходит в сезон в сезон. И вот нынче она опять в А вы сами носите? Да я сама ношу всех цветов и рады. Мне Какая кажется, динамика, каждая посмотрите, какая женщина полоска, должна вот игра. носить такие длинные юбки. Да, вот Плессированная, каждая да, женщина. Длинная плессированная юбка, юбка. она еще воздушная, легкая, придает движению такую прямо женственность. Да. В общем, летящей походкой. Ну, в общем, даже хочется спеть песню. Так, и вот А, давайте я юбка. подержу. Она у нас комбинируется вот с этой блузкой шелковой. И как Давайте раз эта приложим. коллекция не зря упала Вот к смотрите, к нашим ногам, потому что это у нас Смотрите, образ какое красивое от дизайнера пальто. Арзуса Банджи. посмотрите, как Да. красиво. Это дизайнер Арзуса Банджи. Вообще, в последние годы есть практика приглашать трендсеттеров. Трендсеттеры — это новаторы, вообще, которые первыми используют моду на себе и потом несут в массы. И вот трендсеттер Вот так получается. Арзуса Вот так, Банджи да? А, так надо накинуть пальто. сделала дополнительную коллекцию для Катон. Пальто Вышивка, фантастическое. буква А, это имя Арзуса. Смотрите, очень все красиво так висит, да, на вешалке, все очень красиво смотрится. А как же это будет выглядеть на живых людях? Как же будет Не зря ты задаешь вопрос. Ведь сегодня в студию мы пригласили девушек из модельного агентства Taya Models, которые решили помочь нам, и теперь мы можем воочию увидеть, как же выглядит образ от магазина Катон. Замечательно. То есть это наша юбка и пальто. Да, вот полный тотал лук уже в образе на девушке. Смотрится вообще очень динамично, живо, интересно. Весенний лук. Вот у нас тема спорт, направление спорт. Ну, кто сказал, что спорт должен быть скучным? Только черный, темный, какие-то серые цвета. Нет, мы говорим. Потом навеянные принты Дольче Габбана. Смотрите, какой принт растительный. Он так оживляет и принесет какое-то настроение. Может быть, вы захотите еще больше сделать тренироваться, потому что, имея такой костюм, невозможно сделать просто какие-то плохие, ну, ненужные какие-то лишние движения, упражнения. Вот. При этом ветровка, футболка, все в комплекте. Так, следующая девушка у нас платье черное. Не надо бояться черного цвета. Платье, обратите внимание, открытые плечи. Открытые плечи у нас перекочевали с летней коллекции. Если вы помните, летняя коллекция у нас сплошь и рядом была из летящих платьев с открытыми плечами. Да, и и вот, воланчики такие. и вот этот вот тренд перенесся в зимнюю коллекцию. И смотрите, как замечательно смотрится даже на плотных тканях. Это вот даже я могу сказать, что если накинуть какой-то строгий жакет, то можно его превратить в такой уже в будничный, такой строгий, деловой, если все наверху будет закрыто. Замечательно. Черному платью быть. Но, да, Ну, такой тот еще лук, элегант. который Вот мы она уже впереди. рассказывали. Красная юбка, живая, энергичная, динамичная. И пальто накинуто сверху, трикотажное в елочку. Вышивка, опять же, да, смотрите, аппликация, она уже который сезон. Нас радует, глаза радуют, руки, она просто вообще классная. Буква А — это Арзуса Банджи, имя нашего модельера. В общем, смотрится очень эффектно, Ну, динамично. наверное, если обладательницей будет Александра, ей тоже будет приятно. это пальто. Да я сама Лидия, могу носить спокойно, с буквой А ходить. Да. Отлично. Почему бы нет? Так, следующее.
Это у нас брюки, кстати, обратите внимание, на мне тоже такие же брюки. Да, это, по-моему, тренд этого года. Тренд этого года. Хотя на самом деле он изобретен еще в прошлом веке и впервые был продемонстрирован в Палаццо Пигги. Поэтому брюки названы в честь этого палаццо. Это дворец с итальянского палаццо. Брюки называются палаццо. В комплекте с этой хлопчатобумажной рубашкой смотрится очень даже ничего, так каждый день. Оживляем комплект с сумочкой такой живой. Кстати, у как девушки, же без аксессуаров, да? Как же без такой прямо цвет, тем более такой контрастный, оживляющий. И на груди у девушки пайетки, тоже, да, аппликацию пайетки, бусины. Шикарно. Ну, оживляет как-то комплект, так весело. Почему бы это также не одеть вечером? Потому как блески можно перевести на вечернее время. Ну, спасибо большое. Мы прям воочию убедились в том, да, что, мне кажется, любая девушка сможет найти свой индивидуальный образ, да? Ну, Да, вас же каждый- еще наверняка подбирают, вас помогают в магазинах подбирать. Да, Конечно. Если Да. попросишь совет, всегда я знаю, что у вас очень хорошие продавцы, они такие Да, у нас- отзывчивые. Я частенько захожу в ваш обычные магазин и заметила, что продавцы очень индивидуально каждому подходят, они помогают, подбирают, спрашивают, все ли, да, Да, у нас устраивает. продавцы очень, они обучены и подбирают, правда, каждой женщине индивидуальный подход, они это знают. И Лидия, я вот Работает. слышала и видела даже, да, что благодаря вот именно вашему магазину, открытию магазина «Катон» в нашем городе, к нам приезжают именитые люди, вот именно в мире моды, да, известные люди. И один из них это был Саба Сабашвили, верно? Вот расскажите, какова была его цель приезда и насколько это мероприятие было вот важно именно для нашего города и ну, конкретно для магазина «Катон». Спасибо, что вы о нем вспомнили. На самом деле мы имеем практику приглашать к нам в город стилистов. Уже не первый год, скорее всего, даже 4-й, может быть, год. Приглашаем мы интересных, очень таких известных стилистов. И вот последний приезд Саба Сабашвили был Вот мы его именно... наблюдаем, да? Да, вот как Да, раз вот, сейчас его кстати, показывают. на экране Саба Сабашвили приехал к нам в ноябре в магазин «Катон», был приглашен нами и работал с нашей аудиторией, с нашими девушками, молодыми людьми, женщинами. И был очень очарован, потому что я вообще хочу сказать комплимент нашим якутским женщинам, нашим покупателям, потому что они не боятся эксперимента, они не боятся надевать на себя что-то новое, фактур не боятся примерять при этом разнофактурные, разнохарактерные вещи, и при этом они очень достойно, красиво все это несут, подают, и стилисты это чувствуют, и они с удовольствием к нам приезжают. Вот мы как пригласим, они говорят: окей, Якут, супер, мы летим к вам, скажите, когда, потому что женщины у нас отзывчивые, женщины у нас смелые, красивые, так что приходите к нам, будьте всегда такими же красивыми, мы будем приглашать стилистов. И вот скоро к нам тоже приедет стилист, хочу сказать. Ну что, замечательно. Спасибо большое, Лидия, за столь потрясающую беседу. Мы желаем вам, да, успехов. И, конечно, чтобы ваш магазин процветал, и вы радовали нас, девочек, да, новыми образами, новыми, значит, вещами. А вот скажите, пожалуйста, 3 слова. Катон – это? Катон – это fast fashion. Быстро. Если быстро. А может быть, еще это и путь к элегантности, раз наша сегодняшняя Путь тема. к элегантности. Путь к элегантности – это путь к тому, чтобы быть красивой, молодой, всегда в теме, актуальной. Ну, спасибо большое. Это как раз про нас, да? Ну и вот на такой позитивной ноте мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. И вы продолжаете смотреть «Город женщин». И у меня, девочки, возникает такой вопрос. Как вы относитесь к отношениям на расстоянии? То есть это когда один в другом городе Да. и друг друга переписываются? Да-да-да. Мне кажется, в принципе, нормально. Ну а ты, Дашенька, как ты Ну, думаешь? я думаю, что это достаточно сложно, но герои нашей постоянной рубрики Love Story, спортивный комментатор Власий Сергеев и его супруга, с достоинством прошли все эти испытания и доказали, что такие отношения возможны. Внимание на экран. Возможно, именно эта пара заставит вас поверить в то, что любовь на расстоянии существует. Давайте же скорее с ними знакомиться.
Расскажите, как же начиналась ваша история любви? Знаем мы друг друга с детского сада, потом как бы поступили в разные школы, и, наверное, уже ближе к 10 классу состоялась встреча выпускников детского сада. После этой встречи начали общаться. Стоит отметить, наверное, то, что Куня первая написала. Правда, ты первая написала. Ну, то есть, да? Ну вот, просто сколько лет прошло, да, уже вот некоторые факты забываются. Вот вы на расстоянии были 6 лет. Как вам это удалось? Нет, но если вот человек вызвал в тебе какие-то чувства, да, он тебе по-настоящему понравился, если ты реально захотел связать свое будущее с этим человеком, я думаю, хочешь не хочешь, но вот если сложились обстоятельства так, что учится человек в другом городе, ну, я думаю, тут бояться нечего, надо идти. Морально надо подготовиться к тому, что Это будет безусловно. очень-очень-очень трудно. Иногда даже вот в форме рефлексии проходила беседа, вот разбор полетов, а потом с годами как-то уже без лишних слов уже как бы сами все понимаем прекрасно, как бы уже до автоматизма дошло, можно сказать. Прерогатива отношений на расстоянии, то, что приходится разговаривать. Были тяжелые моменты, но благо вот любовь оказалась сильнее всех вот конфликтов. Я думаю, это упорство и доверие, ну и терпение. А каким было самое запоминающееся событие? Свадьба долгожданная, ну и поездка, наверное, в Италию, да? Влас очень болеет за итальянскую команду, а мне вообще очень интересны европейские страны, поэтому решили в Италию съездить. Вот ваш муж спортивный журналист. Как вы к этому относитесь? Ведь не каждая девушка любит смотреть спорт. Очень уважаю то, что он так болеет своим делом, то, что он так умеет фанатеть. Я лично не умею чем-то вот так вот загораться сильно. А кто главный у вас в семье? Кто у нас главный? Ты. Ну, давайте скажем, что я. На самом деле, если без шуток, ну, в определенных планах, да, конечно, в некоторых вопросах она разбирается лучше, чем я. Тогда вот по этим направлениям дела, ну, доверяю ей. Ну, даже если я в чем-то считаю, что лучше разбираюсь, я человек часто сомневающийся в своих решениях, поэтому Влас в этом очень помогает мне. У вас тогда получается такая всегда слаженная совместная работа. Гармония, демократия, как бы все решается сообща. А сейчас мы с вами поиграем в нашу традиционную игру и узнаем, насколько хорошо вы знаете друг друга. Итак, первый вопрос. Назовите любимый вид спорта вашего мужа. Все? Готовы? Раз, два, три. Ну, тут, я думаю, несложно было. Напишите самые любимые цветы вашей супруги. Я забыл. Раз, два, три. Тюльпаны. Второе попадание. Молодцы. Да. Напишите дату, когда вы начали встречаться. Так, сейчас, уточню, сейчас. Хорошо, так. Ну, готовы? Раз, два, три. Переворачиваем. Нет, все-таки июль. Я вот думал, я вот даже ию написал, и вот на всякий случай здесь слот оставил пустой. Я думал, N поставить или L. Но знаете, вот все-таки сколько лет прошло. Ничего страшного, не расстраивайтесь. Благодаря вашему интервью, возможно, некоторые наши телезрители поверят в любовь на расстоянии. Ну вот, дорогие друзья, в принципе, все. Я уже даже пытаюсь запихнуть в эти маленькие карманчики, которые я использовала, все то, что есть и может быть в косметичке у женщины. Все, вы во всеоружии, пожалуйста, смотрите. Теперь, пожалуйста, закрываем, завязываем. Маша, у тебя такая большая косметичка? Да, представь себе. Это реально как бомба. Вот, и я тут сюда приделала еще. Вот, понимаете, вот получается вот такая. Можно ее даже будет носить вот так вот, как сумочку. Да, сделала здесь небольшое. Или вот с этой стороны носить, или так. Но в крайнем случае, если вы не убьете мужчину наповал своей красотой, заверните сюда бутерброд. Будет голодным, накормите. Уж сердце мужчины через желудок. Это 100% проверенный метод.
Спасибо большое, Машенька. Я думаю, многим нашим телезрительницам твои советы, как всегда, пригодятся в реальной жизни. Ну что, а мы продолжаем, девочки, и переходим к нашей рубрике «Строим тело». Девочки, сегодня у нас в студии вновь инструктор фитнес-клуба Тайбо Свекир. Это Степанида Кононова. Здравствуйте, Степанида. Здравствуйте. Присаживайтесь. Степанида у нас не впервые в городе женщин, но сегодня мы поговорим немножечко на такую тему, которая, мне кажется, касается всех нас, в частности и Машу, и Настю, и меня, ведь мы все мамочки. И Степанида, девочки, молодая мамочка, она впервые стала мамой всего 2 месяца назад. Поздравляем. Спасибо. И это еще не все. После 6-й недели, как она приехала домой, она уже вышла в спортзал и занимается тренировками. Вот расскажите, пожалуйста, про это, Стеша. Как, во-первых, прошли ваши роды, начнем с этого, да? И почему у вас появилась такая прям необходимость вернуться в спортзал так быстро? Во время родов, в период беременности, я периодически занималась легкой гимнастикой. Поэтому роды прошли у меня очень легко и быстро. То есть мышцы были натренированы. Да. Так, после родов необходимо восстановить тело. Ведь во время беременности тонус мышц очень сильно ослабляет по брюшной стенке и органов малого таза. Вот. И тренировки очень помогают в этом. А вот я слышала такое, что есть марафон у вас. Да? Ага. Марафон. А что это такое? Можно, пожалуйста, поподробнее? Ага. Марафон восстановления после родов необходим для полного восстановления организма. Чем быстрее начать восстановление, тем эффективнее и качественнее будет результат. То есть это вот примерно с какого момента после родов можно уже прийти, участвовать в подобном марафоне? В марафоне могут участвовать молодые мамочки, также девушки. Вот мы наблюдаем, да? Да, хотят заниматься спортом и не знают, с чего начать. Можно заниматься после 6 месяцев, нет, 6 недель после естественных родов. Да? И после 6 месяцев минимум после кесарево сечения. То есть 6 недель прошло, можно брать себя в руки. И самое главное, марафон восстановления после родов проходит онлайн. То есть, девочки, не обязательно бежать, да, именно в фитнес-клубы, а это можно делать все дома, сидя у экранов компьютера, да, планшетов. Вот как проходят тренировки? Так, во время марафона будет создана закрытая группа в соцсетях, в Instagram, где будут ежедневно выкладываться занятия, и в WhatsApp-группе. Там рекомендуемое на неделю меню. Неделя, то есть марафон прогибается? Нет, на неделю меню вперед. Я вот слышала такое, что бывает дисплазия, да, если я правильно... Диастаз. Диастаз. Да. Ага, что это такое? Можете как-то вот показать? Да, диастаз определить легко. Это, получается, у женщин после родов, да, возникает? Да. Диастаз определить легко. Давайте приступим, могу показать ассистентке. Лана Матуева. Так, я сегодня буду ассистировать. Как всегда помогает Ланочка. Так как я в штанах сегодня. Так, стелим коврик, ложимся. Ага. Ложимся на спину, смотрим. Ноги согнуты в коленях. Ноги снимать. Да, можете туфли снять. Тебе, наверное, лучше туфли снять. Да. Стопы должны быть прижаты к полу. Так, надо прижаться. Да, ровно ложим, таз не приподнимаем. Смотрим. Нащупываем белую линию живота. Что это такое белая линия живота? Белая линия что-то я не понимаю. Посередине. Белая линия живота – это волокнистая структура, которая разделяет правую и левую часть брюшного пресса. А где ее нащупывать, Степанида? Это вот где пупок надо? Где пупок, что ли? Ориентируйся на пупок. Да, вот тут вот. Там разделяется твоя левая и правая. Все, поняла. И дальше? Смотрим. Если прощупывается 2 пальца, то заниматься можно. А если 3-4 пальца, то ни в коем случае нельзя. Степанида, покажите нам, пожалуйста, какую практическую упражнение, какое нужно сделать.
Так, смотрим. Ложимся. Так. Первое упражнение – это втягиваем живот. Ложимся, ноги согнуты. Смотрим, при выдохе втягиваем живот в себя. Втягиваем сильно. Вот. Максимально сильно, да? И фиксируем, да, такое Стеша, положение. это все можно будет узнать на марафоне, верно? Да, марафон. Как здорово. А где можно узнать подробную информацию о том, где и когда будет проходить марафон? Подробную информацию можно у нас в группе, в WhatsApp-группе «Свекир 3 восьмерки». Там все будет хорошо. Итак, молодые, дорогие мамочки, кто недавно стал вот счастливой обладательницей такого титула, как мама. Если вы хотите восстановиться легко и просто, обращайтесь в фитнес-студию. И обязательно вы придете и приведете свое тело в порядок. Ну а мы вам желаем приятного настроения, замечательных эмоций и увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока. А, кстати, Машенька, забыли совсем напомнить. Дорогие телезрители, присоединяемся, отправляйте видео ваших деток. Ведь совсем скоро у нас появится новая рубрика. И для этого нам нужны видео, смешные видео, забавных ребятишек. Да? А мы их будем показывать, устроим конкурс. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.